Уважаемые наши участники проекта образовательного события «Хакатон молодых педагогов», сегодня у вас удивительная встреча. Сегодня проводим профессиональный диалог с нашим уважаемым дорогим министром образования и науки Республики Коми, с нашей Натальей Владимировной. Это действительно лидер профессионального сообщества, поэтому мы всегда гордимся, что наш стиль образования такой яркий, креативный и очень красивый министр образования и науки. Поэтому, это очень здорово, что вы олицетворяете нашу систему, но вместе с нами наши молодые педагоги. В этом году 5 лет нашему хакатону, и мы используем различные технологии сопровождения молодых педагогов. В этом году мы очень много в рамках года педагога и наставника уже изменили сопровождение. У нас работала школа для молодых педагогов, уже не дистанционная, а очная. У нас очень много событий с участием наших молодых педагогов. Мы впервые поднимаем тему наставничества, и наставники зачастую выступают и молодые педагоги, а уже на хакатоне здесь те, кто готов нести за собой уже другое наше поколение молодых педагогов. Здесь у нас очень много выпускников предыдущих лет, и есть те, кто принимает участие и первый раз, и даже у нас есть уже семейные традиции. Вот у нас Виктор Швегель, он всегда Прилуцкий район, всегда 5 лет приезжал с семьей. В прошлом году его молодая жена родила ребенка, и несмотря на это, и в прошлом году, и в этом, он всегда принимает участие в нашем хакатоне молодых педагогов. Поэтому мы понимаем, что мы формируем не только традиции профессиональные, но даже семейные традиции. И особенность этого года, что у нас увеличилось количество муниципальных образований, которые в этом году вместе с нами. Диалог. А значит, сначала вам слово, но далее уже, я думаю, что мы выстроим конструктивное общение. Добрый вечер, дорогие мои коллеги. Меня так представили. На самом деле, мы сейчас только сами встречались с некоторыми из вас. Леонид Юрьевна, я думаю, что я служу действительно семьи, с детьми, на подольше. Природа прекрасная. На самом деле, из Сыктывкара я уезжала на пасмурно, а после солнца привезли сюда. Да, это замечательно. Хороший рынок, хорошая погода. Дорогие коллеги, на самом деле, мы видим, кто здесь первый раз на хакатоне. Это половина на половину у нас получается. У меня сразу вопрос. Кто со мной общается, знает, я не даю расслабиться на самом деле. А зачем вы здесь? Зачем вы сюда приехали? 3 дня, какой-то отпуск, личное время. Новые знакомства, новые знания. Да. Не слышу? Обмен. Какие? Я посмотрела не вашу биографию, а то, кто вы. Вы настолько в этом году, начиная от замдиректоров, методистов, предметников и воспитателей детских садов и опытов образования. Каким образом? Педагогические, Жизненными. Так, еще зачем вы здесь? здесь качественно, грамотно дело устраивается, не только на профессиональные темы, но еще и личные вопросы нужно ответить. К примеру, вчера здесь выступал человек, который отвечает за развитие туризма в Республике Коми, и результаты у нас диалог. Сегодня мы уже говорили о том, что на уровне министра по экономике развивает тот вопрос, который был задан вчера. То есть это никак не касается моей профессиональной деятельности, но при этом на интерес интересующий меня. То есть, да, получаете вопросы на то, что вас волнует даже в рамках профессии. Еще есть мнение, зачем вы здесь? На самом деле, правильное целеполагание, и с такой целью мы проводим хакатон молодых педагогов. Поэтому берите максимум от этого совместного общения, но на самом деле это только старт. Дальше все зависит от вас. От вас, как вы организуете, как вы будете жить, как вы будете работать, как вы будете вокруг себя создавать позитивное пространство. Поэтому желаю на эти дни, уже второй день завершаю, завтра все-таки продуктивной работы, немножко отдыха. И знаете, я очень люблю фразу, самое главное, что есть это общение, это роскошь общения. Вообще общение сейчас действительно роскошь. Мы не успеваем общаться. Быстро, кратко, односложно. Как мы друг с другом взрослые, так и с детьми. Поэтому роскошь общения представляет как раз хакатон молодых педагогов. Поэтому все в наших руках. Я, в принципе, да, готова
Наверное, вы вопрос. В этом году мы посвятили Шагатон очень важной теме — это ценностные характеристики образования. И наши коллеги вчера начали разрабатывать проекты, которые связаны именно с тем, а каким образом сегодня в системе образования формировать ценности и у родителей, и у детей, и у педагогов. Мы говорили о семье, о государстве, мы говорили о человеке, который должен созидать. Поэтому я надеюсь, что завтра будет очень интересный проект, и в рамках форума педагогов наши коллеги будут представить, в том числе и публично, и только вам, Владимир, может быть, у нас будет и глава республики Коми, будем ожидать. Поэтому, наверное, вопросы. Может быть, тогда мы... По поводу как раз проектов хочу прокомментировать. Коллеги, никто из вас в команду главы сейчас не входит по обучению трехлетнего обучения? Нет, да? Возьмите себе на заметку. Очень хороший проект, который второй раз реализуется. Команда главы республики Коми, сотня именно резервистов, как мы их называем. Мы руководители выступаем наставниками, уникальная возможность получить новые знания, новые умения, новое общение. Вот у меня в прошлом составе было 7 резервистов в прошлом потоке обучения. Конечно, это не сама цель занять должности какие-то, но они все, получив вот этот опыт, получив знания в первую очередь, экспертное мнение, разрабатывая проекты, они разрабатывают уже проекты, не связанные даже, напрямую даже с профессиональной деятельностью, они все в моей команде заняли руководящие должности. А я считаю, что это нормальная амбиция, и к ступеньке выше надо стремиться. Если у вас нет такой амбиции, может быть что-то не так. Для каждого своя ступенька. Но к чему-то стремиться всегда надо. Потому что это профессиональная мечта, она должна быть. Значит, коллеги, как я предлагаю построить разговор? Я вообще вопрос могу задавать бесконечно, я буду провокационные вопросы задавать. Но я хочу, чтобы вы мне задали вопросы. Не только те, которые, может быть, вы долго осмысливали, обдумывали, вас мучают, а все, что хотите. Все, что хотите, если я смогу, я отвечу. Если нет, я отвечу позже, либо представлю. Да, где мне недавно, где-то была на встрече с детьми, постоянно встречаюсь с детьми молодежи. Первый вопрос, который мне опыт задал: вы врете жизни? Да. То есть абсолютно такие, абсолютно наши вопросы, это же готовы ответить. Ну хорошо, тогда, наверное, мы начнем с вопроса молодых педагогов, потому что, еще раз хочу сказать, у вас уникальный Я параллельно. Да. И можно тогда диалог как и построить. Раскрывая ваш вопрос, Родина может вам задать вопрос. Ну что, коллеги? Ну, можно я заправку сделать? Первый вопрос, когда вы думаете, про вами, руководитель. Скажите, пожалуйста, что самое главное, чтобы наши дети полюбили свой предмет? Я сейчас проецирую на школу. Считайте, что вы все учителя школы. Вот что вы должны сделать, чтобы дети полюбили свой предмет? Заинтересоваться. Заинтересовать, абстрактно. Сами должны его любить, до глубины души. Так. Надо в себя своем. Вот. Вот это девиз моей жизни. Чтобы влюбить ребенка в предмет, надо влюбить в себя. Это очень сложно. Это практически на грани невозможно. Если ребенок любит вас как учитель, все, он ваш предмет будет любить всю свою жизнь. Понятно, что разные способности. Получается, без этого никогда ничего не будет. Знаете, почему я спрашиваю? Потому что пришли результаты основного государственного экзамена. Есть у кого-то девятиклассники? Ну, получилось. Я вам сейчас расскажу страшную тайну. Она печальная, я знаю, что вы дальше этой аудитории не пропустите. В этом году 20% наших девятиклассников получили 1 или 2 двойки. То есть они сейчас идут на резервный период. Это катастрофа. 20%, 2000 детей получили 1 или 2 двойки. Первое, риск, что они останутся без аттестата летом, что они проходят на сентябрь. У нас есть дети, которые 3-4 двойки получили. Я почему говорю, что надо сделать, чтобы дети полюбили? Если они не будут любить вас, не будут любить предмет, никакого результата. Никакого. Я знаю, что я говорю, потому что мы отслеживаем эту историю много лет, весь период. И мы смотрим по приоритетам, мы смотрим по педагогам.
И мне бы очень хотелось, почему я именно с вами завожу разговор, потому что вы молодые, потому что у вас впереди, потому что именно в вас они могут влюбиться как педагогов, как предметов. Это очень важно, поверьте. Мне бы хотелось, чтобы вы внесли вот эту миссию, вот эту идею дальше. Очень хочется, чтобы вы влюбили в себя. Спасибо. Это очень важно, личность педагога ярко, а самое главное, мы всегда говорим, помните, мы вчера обсуждали, это доверие ребенка к вам. И любовь на основе доверия, это очень важно. Вчера вы с вами тоже говорили, ну что, коллеги, ваши вопросы, потому что задание не сделали. Как родителям дать понять, что ты к ребенку хорошо относишься без какого-то подтекста другого, потому что любишь как человека или как там предмет какого-то там обожания. Зачем родителям это доказывать? Потому что родители иногда бывает воспринимают все это немножечко со своей точки зрения, ищут какой-то скрытый смысл, еще что-то. Ну, вообще, это вторая сложная история. Как, я бы по-другому спросила. Как родителя из стану врага перевести в стану людей. Это очень сложно. Но учителя предметников, ну, как мне кажется, чтобы было проще. Во-первых, я бы приглашала на уроки. Я бы открыла дверь всех уроков. Пусть приходят и смотрят, что происходит, что делает учитель, что делает его ребенок, как он взаимодействует. Первое. Второе, ну, понятно, мне классные мероприятия, на классные часы приглашала родителей. Ну, про всякие совместные организационные истории с родителями, походы и так далее, это третье. Но я бы открыла двери, в первую очередь, к себе на урок. Ну, на занятия, там, кому что. Потому что, вот вы знаете, получилось так, что у меня, я уже сколько лет назад закончила, в 99 году я закончила институт, 1999, но я уже когда работала, когда я не училась 5 лет, я уже работала педагогом по образованию, вот я ездила, я могу говорить, как меняется каждые 10 лет подход родителей. Дальше будет еще хуже. Я вам серьезно говорю. Дальше вырастает другие поколения, и будет еще хуже. И дети это копируют, вот что страшно, то, что происходит там в разговорах с родителями. Но, второй совет, который я дала, вот в круге родителей, с которыми вы общаетесь, как классно руководитель, или как еще найдите их меньше. И чем больше вы вернете свою веру родителей, и потом не надо самой вникать. Пусть родители с родителями, да. И вообще старайтесь, это я уже, наверное, с опытом могу сказать, не влезать во все истории, именно влезать, не надо никому ничего доказывать. Вот пусть родители с родителями выясняют отношения. Но там, где, конечно, речь идет о судьбе ребенка, о его каких-то дальнейших действиях, то надо. Но еще, коллеги, никогда не переходите в наступление. Никогда не переходите в наступление. Там психологическое тренинг, что же у вас, да? То есть не надо сразу предъявлять, когда там кто-то ребенок, кто-то. Нет, ну, это психологические трюки, изучите их, как полезно, с чего начинать, не забыть похвалить, поименно смотреть в глаза, и т.д. Никогда не прикритивайте. И не прижимайте. Ну, каждая ситуация уникальна. Ну, я бы такие советы дала. Спасибо. Очень важно. Мы проводим каждый вечер психологический тренинг. Нам приезжает Станислав Пасынков. И вчера мы говорили о эмоциональном интеллекте, какие-то приемы. Насколько было очень интересно. Сегодня тоже приезжает, но каждый день психолог у нас. Психолог нужен каждому, каждый день. Каждый день. И как личный консультант, это точно. Ну что, уважаемые коллеги? Знаете, я всем последнее время желаю не физического здоровья, а психического здоровья. Это важно сохранять и не перейти границу. Да, Ну, сейчас реально, потому что это важно. да, знаете, наши молодые педагоги подняли даже тему эмоционального здоровья молодых педагогов. Вы всегда думали, что у нас педагоги с опытом уже вы сами выбирали, а оказывается, для молодых педагогов. А как понять, что эмоциональное выгорание? Научитесь, подскажите мне, как понять, что все? Потому что вы эту тему подняли. Мне сказали вчера, поэтому... Потребность в личном пространстве, когда возникает сильная, потому что эмоциональная выгорит. Перевыстраивание личной границы мы как раз обсуждали сегодня. Острая потребность лишника. Все раздражает. Да. С трудом идет. Все и все. Да? Потому что приносило удовольствие, начинает вызывать какое-то уже отвращение, нежелание, абсолютное отражение. А делать-то что?
Рекомендация, это может рекомендация, а вы Вы понимаете, ведь у каждого человека есть свои ресурсы, резервы и потребности. И кто-то найдет восполнение вот этого потери эмоциональной, физической в уединении. Кто-то еще что-то надо искать, это надо искать. Оно будет всегда. Ну, правда. Чем бы вы ни занимались, не обязательно профессия педагога, хотя здесь мы с вами особо подвержены очень большой круг общения. Мне кажется, нас эмоционально восстановить могут дети. Да. Я вот уверена в этом. Вы знаете, у меня работа не очень простая, на самом деле. Я работаю по 14 часов в сутки, и всякое бывает. Я когда прихожу к детям, все, я восстанавливаюсь. Я очень часто общаюсь с молодежью, с детьми. Вчера мы закрывали смену движения первых, слушайте, вот оно. Дальше что целое. Это мой рецепт, я не знаю, какой будет у вас. Может, вы выведете какую-то форму, которую вы просто надо искать рецепты. Ну, рецепт у каждого свой. И здесь надо понять, что вы не найдете своего лекаря-доктора. Надо отдельно искать и в себе еще ресурсы, потому что вы удивительные, вы изумительные, и в себе самое главное все это стержень, потому что, наверное, у нас все вы. Спасибо, Владимир Ивановна. Еще вопросы? Так. А у тебя классом в школу? Какие классы? Какие классы? Я не знаю, математика 5 класс. Математика 5 класс. Ох, Я сейчас я вам расскажу всю историю. Весь механизм расскажу. Дальше спрашивайте уже не меня. Но на самом деле обновленный стандарт, формирует новый федеральный перечень учебников. Я думаю, вы знаете, мы говорили об этом. Нет, он сильно сократился. Практически 2 раза он дальше будет актуализироваться и меняться. То есть условно обновленный стандарт предполагает, что по каждому учебному предмету будет 3 уровня, да, соответственно, 3 учебника, а то и 1 с разными вариациями. Это очень хорошо. Потому что, если вы знаете статистические изменения, у нас идет сейчас выстраивание, вертикализация всего содержания образования. Как организационного, вот вы, наверное, знаете, что теперь будет единый календарный учебный график, все уходим в одно время на каникулы, все выходим, у всех начинается там лето и так далее. А также по содержанию и по учебникам. Это отступление. Теперь по учебникам. Есть переходный период, он сохранился 5 лет, несмотря на то, что мы начинаем работать по новому стандарту. Педагогу, конечно, сложнее, но на самом деле, если посмотреть стандарты, не так сильно изменилось содержание, изменились подходы. Сейчас задача Российской Федерации, просвещения России, 1 сентября обеспечить учебниками по стандартам среднего общего образования, потому что они основаны. И в приоритете стоит история. Всеобщая история России учебник. Что касается других учебных предметов, мы закупаем, у нас централизованная закупка в рамках тех средств, которые нам выделяют из республиканского бюджета. Это немного, это небольшая сумма, в среднем мы тратим где-то 15 миллионов в год. Это действительно немного, зная количество обучающихся. Дальше, вторая статья расходов – это муниципальный бюджет. То есть муниципалитеты собирают заявки по потребности, тратят еще свои деньги. Но мы же учебники не в дар даем. В прошлом году мы закупили, позапрошлом году для 5 классов, в прошлом году закупали, поэтому они просто переходят. Поэтапное обновление. Сразу сказать так, что приедет в школу и разгрузит нам все учебники на все классы по всем предметам, нельзя. Будет обновляться поэтапно, но мы с вами используем все учебники с федеральным перечнем. Поэтому я не знаю, как конкретно в школе у вас, что есть по математике, что нет, что вошло в заявку, что не вошло, это у нас директор. Централизованно мы сейчас закупаем ряд позиций для 10 класса и для 5 класса. Ну, просто я сейчас не помню, наизусть, что мы закупаем. Может, я немножечко добавлю, уважаемые коллеги. Мы вчера затрагивали вопрос содержания образования, и по учебникам вы должны понимать, что все учебники, которые есть в республике Коми, мы проводим такой итог, они включены сегодня в федеральный перечень. Они будут действовать до определенного периода. Поэтому мы должны, что учебник это теперь только инструмент, один из инструментов. И помните, вчера мы говорили, и завтра еще раз внимание обратим на библиотеку цифрового образовательного контента, где для педагога представлена теперь технологическая карта каждого урока. А давайте вспомним по поводу портала. Портал – единое содержание общего образования.
тематическим планом. Кто заходил на портал и работал с порталом? Поднимите руки. Вот я не знаю, но я заходила. Вот, ну и сейчас, конечно, не все решили определить, да, это надо делать. Кто компоновал уже рабочую учебную программу с помощью конструкции рабочих программ? Ну, молодцы. Вот вы знаете, вы, те, кто с вами рядом работает, тоже агитируете за это, все есть готово, есть контент. Но какой здесь риск? Никакой риск. Еще раз? Ну, вот смотрите, вы скажете, инструменты есть, контент есть, все выверено, все проверено, ура! Открываешь, класс перезагрузки, какой риск? Интересно, классно. У меня с него, я наверное, какой риск? Творчество вам самим неинтересно станет, понимаете? И вы настолько привыкнете к этому, что вы правильно знаете, через творчество или через генерацию идей, это в помощь. Это в помощь, вы знаете хорошо, там, где у нас есть специальные сельские школы, где тебя выберут сразу 2, 3, 4 учебных предмета, и, конечно, очень сложно качественно подготовиться, подобрать материал. Здесь, да, это в помощь. Но ни в коем случае у меня не за то, чтобы это заменяло вас как педагога. Нет. Но это централизация, подсматривать, смотреть надо. Поэтому мы говорим всегда, наша основная теперь задача – это развитие профессионального мастерства. Педагог, используя все ресурсы, должен помнить всегда, что вы педагог, что вы учите детей, что вы их воспитываете. И это ничего не занят. Это только возможность, которую вы можете принять именно как основание для действия, а далее это уже как яркая личность. У меня вопрос. Что такое деструктивное поведение педагога? Нарушение правил, нарушение дисциплины, вызывающее поведение, отрицание. Еще? Ребенок. Деструктивное поведение ребенка. Разного возраста. Отличающее от чего? Ну, советское прошлое, крови, так. Кому? Ну, в принципе, да, наверное. Вы пошли от мягкой версии до категоричной. Делать что? Скажите мне, молодые педагоги, вот что делать, если вы видите яркое деструктивное проявление? Ну, давайте, ладно, деструктивное проявление, отклоняющееся от нормы, может быть разное. Меня очень интересует, как вы сейчас. Переводить это вам не надо. Что делать? Вот кидайте мне рецепт. Вот у вас в классе такое, в группе, не знаю, где-то, вы в обществе видите, среди подростков, идет драма, жесткая, жестокая. Просто сейчас, пока вы думаете, я вам расскажу. Я являюсь заместителем председателя комиссии по делам несовершеннолетних Республики Коми. И вообще мне, как министру, каждый день падает сводка. Это ВВД, что происходит с нашими несовершеннолетними, что они вытворяют. К счастью, вы этого всегда не знаете, это страшно. И что они делают по отношению к сверстникам, и то, что в отношении них происходит. И это часто проявляется, вы знаете, в прошлом году у нас был колоссальный рост законченных суицидов. Колоссальный рост. Мы 10 лет уже так, я даже цифры не знаю, это было страшно. Вот в этом году уже 2 законченных суицида. Причем суициды молодеют. Закончили суициды 20-летней девочки. И, конечно, на первом месте, ну даже трудно сказать на первом месте, причины – это неразделенная любовь, это трудности в семье и непонимание со сверстниками. И вот как раз непонимание со сверстниками, вы представляете, до чего может дойти вот это непонимание, это деструктивная травма, это такой страшной ситуации. А поэтому отвечайте на мой вопрос, что делать? Ну, на сайте как нам рассказывали, вот лидер отдавать ему главную роль, чтобы он был в приоритете, чтобы с ним все подружились, там все такое. Знаете, что самое главное? Вы сейчас не скажете. Самое главное – заметить. Понимаете? Вот что самое главное. Вы можете долго этого не замечать. Не потому, что вы не хотите, а потому, что вы этого не заметите. Потому что это происходит не у вас на уроке, не в стенах школы. Заметить. Для этого есть маркер. Маркер поведения, маркер личного вида. Кто-то уже изучал этот вопрос. Лекции, может быть, семинары. У нас онлайн есть семинары. Да,
явление вот это все. Вот не обязательно вы увидите. Вы знаете, как я говорю директорам республики Коми? Не все меня правда слушают. Что утром директор школы, директор детского сада, любого образовательного учреждения должен встречать у дверей. И все, кто заходит, ну неважно, 7:30, 8, заранее запустить, он должен видеть каждого ребенка, каждого педагога, каждого родителя. И также должны встречать педагоги. Нельзя отмахиваться от этого. Но, еще раз говорю, так как я много чего знаю происходит, знаете, что самое страшное происходит в семьях сейчас? Ну, полно. У нас растет рост детей, которых отбирают из семьи, которых помещают в социально-реабилитационные центры. Сегодня у нас был личный прием, приходила бабушка-опекун, родители обоих лишили родительских прав. Папаша сел, а мамаша вообще в бегах каких-то. Ребенок. И вот у нас рост таких семей. Ну, это отдельная история. Возвращаясь к своему вопросу. Делать-то что еще? Про матери я сказала, про внешний вид, про распределение ролей, действительно, на самом большом этапе. Еще что-то. Надо, что в России очень сильная система профилактики. И мы очень правильно, наверное, много работаем с семьей. Дошкольное образование не больше возможно, конечно, школа не работает с семьей. Я сама была в долгое время в нашем учреждении инспектором охраны детства. Я боюсь очень, когда не знаю детей, но было очень много случаев, когда семья исправлялась. Ты в семью приходишь, а мама не понимает, что это ненормально таких людей. Она же нормальная, кушает есть. Работаем с семьей, очень много мероприятий, выходного дня, у нас есть большой фестиваль «Гуляет», где вместе с родителями организованы поездки, ярмарки, различные мероприятия. Бывает. Да, конечно, как мы называем субъекты профилактики всегда, конечно, наша задача не оградить ребенка, хотя это важно, не изъять из семьи, а сделать так, чтобы семья была полноценной и понимала. Я согласна с вами, но опыт работы с семьей, хотя это самый сложный на самом деле процесс. Еще что делать? Психологический тренинг делают. Ну вот вы, я сейчас к вам обращаюсь, не как, чтобы вы пойдете куда-то, вам что делать. Вот вы у себя это увидели. Мы приглашали психологов городских, чтобы они провели в классе, там делают замечательно такие истории, провели тренинги, потом мы фильмы тоже рассказывали с Для ребятами. детей? Да. И шанс нет еще такого. Да, это тоже эффективно, согласна. Что еще? Поговорить по душам с ребенком, показать, что кому-то все равно он может обратиться в случае критической ситуации. А поговорить с каким ребенком? Который стал жертвой или который это стал Вообще тут система нужна. Выстроенная работа и с ребенком, которого булят, и с теми, кто булит, и с классом в принципе. И когда вот это вот треугольник вот, да, замкнется, и тут надо находить какие-то слова. У меня была девочка в классе, которую булили. И она агрессивно, просто она загнанный щенок, который пыталась, она огрызалась, да, в ответ и так далее. И тут нужно было понять, почему это происходит. Это все тянулось с начальной школы, нужно было это все нивелировать. И когда дети увидели, что она может быть им полезна, ну, то есть находить какие-то основы, да, она отличница. И когда она начинает с ними взаимодействовать в плане учебы, в плане там, какой-то внеурочной деятельности, они начинают в ней видеть союзника, и уже это не человек, которого они начинают булить, а уже шутки, то есть, которые уходят в положительный какой-то аспект. Мы проводим мероприятия, где взаимодействие происходит, в том числе взаимопомощь нужна. И вот мы к 7 классу очень сейчас благодатно живем. То, с чего мы начали, да? Дать ребенку какую-то роль, правильно поговорить, дать понять, что он значит. Но это на самом деле все очень сложно. Дай Бог, чтобы у вас такой практики было меньше, у нас таких случаев было меньше. Но пока ситуация такая. Я к чему решаю эту тему? Нельзя быть равнодушным. Даже когда вам очень хочется. И вы, педагог, не только когда переступаете порог образовательной организации, вы всегда педагог. Но педагог это не равно метр с трудом, когда вы идете, видите, посмотрите, что делать. Так, эй, ты что там делаешь? Я тебе сейчас. Нет. И вот самое страшное, это равнодушие. Я сегодня один очень уважаемый человек, ну очень
уважаемый человек, очень уважаемый, достаточно высокой должности, он сказал, ну да, время такое. Сейчас люди как в тройке лошадей. Знаете, чем отличается тройка лошадей от простой работы лошади, когда они везут? Ну, они, допустим, почему они идут все вместе? У них шоры на глазах. Знаете, что у них шоры на глазах? Потому что если им открыть глаза, у них у каждого так. И вот они говорят, сейчас у людей глаза шоры, как у лошадей. Только все равно направление у каждого свое. Ни одно. Лошади хотя бы идут в направление, куда они скажут. Это очень страшно. Если вы не будете равнодушны, маленьким, большим, вообще к ситуации, это будет очень хорошо. Поэтому я вас к этому призываю. У нас есть прекрасная сказка советского писателя. Бойтесь равнодушно. Они не убивают и не предают. Но только с их молчаливого согласия происходит все несчастье и убийство на этой земле. Это очень важно. Не быть равнодушным. Это вот один из девизов, который, наверное, должен быть девизом каждого народа. Вопрос. Да, видела, да, кто-то поднимал руку. Не, ну давайте чуть повеселее задайте задачу. Я искренне задам. Вы же сказали о том, что мы когда заходим в учреждение, да, но мы всегда педагоги. Допустим, как я иногда поступаю вот как обычный человек, да, эмоции через край. И когда я такую фразу, там, ну ты же педагог, и я говорю, я не только педагог, я еще человек в первую очередь, да, но эта вот фраза, как ты на нее реагируешь? А здесь надо другое, когда вы осознаете, как вы себя идентифицируете с педагогом. Нет, я вообще точно своей деятельности, я люблю свою работу. Да я в курсе, я какие буду уже послушала. Я тоже люблю свою работу, это же защитить. Нет, ну просто это вот мне, как сказать, мне вот это западает в душу, мне обидно, когда говорят, ты же педагог. Слушайте, я бы сказала, я педагог, я этим горжусь. Понимаете, у каждого свой мир восприятия, свой жизненный опыт, своя оценка. Ну, ради Бога, пусть судят. Если так говорят, да, я педагог, я веду так, я считаю нужным, как педагог. Ну, не надо тут прям сразу. Понимаете, самая худшая ситуация, когда мы стоим в позицию оправдания. А мы, к сожалению, чаще всего на агрессию, даже незначительно, сразу ставим позицию оправдания. Не защиты, а оправдания. Надо по-другому это воспринимать. Ведь здорово, когда педагоги будут такие красивые, эмоциональные, с правильным пониманием, что такое стиль, имидж. Это очень здорово. Быть современным молодым педагогом. Смотрите, какие красивые. Такими будьте, пожалуйста. У нас с вами нет возраста и стажа работы. Так как Юрий говорит, посмотрите, да. Что Юрий Иванов-то? Да, он всегда говорит, Нас скажет. союз до 35 лет. А мне уже 30 лет с хвостиком, 35. А мы паспорт не смотрим. Мы так и не У смотрим. вас как все уже вступили в профсоюз, да? Нет. Понятно. Коллеги, еще вопросы? Пожалуйста. Так уж мы говорим о том, что все люди любой профессии, в том числе педагоги, из-за большого количества общения ежедневного склонны к выгоранию. Можно ли как-то снизить эмоциональное давление на современных учителей, информационное давление? Вот даже когда мы с работы возвращаемся, даже после подготовки к урокам, часов 5, 6, 7, у нас же продолжается этот информационный поток. Постоянно тут зарегистрируйтесь, здесь пройдите там какой-нибудь опрос, здесь еще что-нибудь, еще что-нибудь. Вот как-то политика государства склонна к тому, чтобы снизить это давление на нас или нет? Вы знаете, очень непростой вопрос. Я считаю, что это, вот сейчас, если мы каждого спросим, у всех разное уровень давления. И вы воспринимаете индивидуальное давление. Но давайте посмотрим с точки зрения, вы вышли с работы, вы уже подготовились. Вот идет информационный поток чего? Вот чего лишь? Не перестают работать. Установите правила. Установите, вы сами установите правила. Знаете, что самое сложное? Не установить правила. Что? Соблюдать самому. Потом приходит письмо, почему вы не прошли, почему вы не сделали регистрацию. Ну, коллеги, здесь я вам рецепта не дам, когда выстраивать отношения с администрацией, с одной стороны, с родителями, как вы говорите сейчас, с другой стороны, а требований их будет всегда много. Вы думаете,
киношками, от руки по телефону. Я не могу снизить этот поток. Ну, правда не могу. Еще раз говорю, сейчас идет становление вертикализации всех процессов в сфере образования. Это переходный период. И какие-то истории надо потерпеть. Надо выстраивать отношения с администрацией в вашем учреждении. Поднимите руку, кто общался один, два или вообще сколько-то раз с начальником управления образования своих территорий. Ну вот. Понятно, про территорию не спрашиваю, поэтому как снизить, я не знаю, надо только себе рамки установить, границы, правила. Где-то ведь вы можете отказаться, аргументировать свою позицию. Не категорически агрессивный отказ, а потому что вы считаете, что я там не буду участвовать по ряду причин, но не агрессивно, а убедительно. А как убедительно и мягко? А может не рассматривать как давление, может мне что-то рекомендует, может вы воспринимаете что-то давление на вас. И по поводу рабочего времени у нас действительно есть норма рабочего времени, но после здесь уже должны понимать установить свои границы. Если вы принимаете такое решение, да, вы не будете отвечать на какие письма, ни с кем общаться, ни с кем. Это надо объяснять. Да, это надо, на уровне коллектива обсуждать. Но некоторые получают удовольствие, которые после работы общаются. Поэтому здесь, мне кажется, как очень удобная история. Можем пообщаться, в том числе и... Ну, вам надо тему раскрутить. Да, мне понравилось, что именно что эта тема, никогда не думала, что это именно как зависит. Я подумала. Но на самом деле, даже очень как очень много, потому что если информация, ну вот Владимир не знает 24 часа, и получаем какие-то письма, информацию, и здесь надо уметь управлять своим временем. Я подумаю, что предложить еще нашим молодым педагогам, чтобы это было я подарю масло сейчас. Кто зарегистрировался на форме классной встречи? Ну еще это классная тема. И что это? Это что? Сейчас объясните мне. Вчера, да, Начальник класса нету. нет начальных классов, нет физкультурных предметов, поэтому уже даже не написать, почему нет всех предметов. Это я пошутила, просто я к тому, что я перехожу к другому своему вопросу. Хватает ли вам возможности для самореализации? Есть ли у вас в этом потребность? Какие-то, может, свои истории расскажите, как вы самореализуетесь? Вы прям уже желаете сказать. Ну, расскажите о своей... Я хакатон, первым эпизодом я посетила, после хакатона приехала и зарегистрировала автономную коммерческую организацию на территории города Воркута. Теперь мы занимаемся развитием спортивного туризма. После очередного хакатона я приехала и зарегистрировала теперь уже индивидуальное предпринимательство. Вчера познакомилась с генеральным директором по развитию туризма в городе республики. Были вопросы по определенному проекту и находим вопросы решения. Туризм и спорт, сноуборд, велосипед, это все, что меня интересует помимо работы, то, как я отвлекаюсь от работы и освобождаюсь. Группа «Полярные совы» ваша интересная. Полярные совы, мы очень активно уже на уровне республики. Таким образом, я реализую свои какие-то амбиции, свои потребности, при этом я еще являюсь заместителем руководителя своего, и на муниципальном уровне, уже на уровне республики, считаю себя достаточно интересным и успешным педагогом. Сейчас он стал руководителем муниципального, 19-го, наставничества, да, в роли наставляемого. И у меня очень опытный наставник, мой директор, сейчас я уже ушла в комиссию с главной должности, но при этом все равно остается моим таким руководителем, Светичем впереди меня. Но интересно замечать, ну, как заметили мысли так, что сейчас несколько господина сменилось, и я в каких-то вопросах уже выступаю не наставником. И где-то, наверное, уже и обучаю, потому что тема цифровизации образования, она мне близка, и в работе я являюсь руководителем городского технического отделения по цифровизации образования. И здесь, как бы, я ей помогаю, и таким, как она, помогаю освоить современный цифровой мир, цифровое образование. То есть есть потребность, есть возможность. Да. У меня организаторское предложение. Давайте следующий хакатон зимой мы все проведем. Вчера решали, очень Вы знаете, я так думаю, что сейчас я после хотела еще до пандемии
нашими же. Очень интересный маршрут, это, конечно, Вероника умница. Но у нас еще ведь есть представитель очень важного направления, театральное направление. Саша, Сергей, сейчас вы забавите. где вы и как? Театр, да, это то есть одно из направлений самореализации, да, то есть я нахожу время, с 7 вечера там, до 10 условно, я постоянно на репетициях, ну не каждый день, конечно, плюс это гастроли у нас бывают, то есть вот это одно из направлений, но это не одно, да, то есть вот для самореализации, если говорить, то это Республиканский институт развития образования, да, потому что мы практически 24 часа на 7 вот, с институтом на связи, и вот по поводу времени, да, то, что там вечером, у нас другая проблема. Мы не можем найти иногда время. И нам с Еленой Владимировной иногда приходится созваниваться в 10 вечера. Ну, когда это понимаете, положительно. Просто я вот там говорю, что вот как к этому относиться, да, то есть как вот, для меня, например, это давление. Например, для меня это вообще возможность пообщаться на профессиональном Ну, вы же руководитель ассоциации. Это тоже возможность, которая появилась как раз после Хакатона. Мы создали ассоциацию молодых педагогов. Александр Сергеевич, ну вы подумайте, мы сейчас только вдвоем знаем, о чем мы говорим. Я понял. Мы тоже знаем, Это называется взаимовыручка. Но тем не менее. Ладно, коллеги, еще вопрос. может быть, еще какие-то ваши уже реализованные планы? Нет, вы можете любой вопрос задать. Еще раз, абсолютно. Вот заговорили про результаты ОГЭ, и сразу вспомнился последний наш совет в нашей школе, когда мы очень бурно обсуждали проблему, когда ребенок уже почти взрослый, ему 16 лет, учиться он не хочет, переводить его в следующий класс, допускать его к экзамену или нет. Вот он не хочет учиться. Мы, получается, его заставляли получить вот это основное общее образование. Есть вот какие-то рычаги вот в нашей системе, чтобы его отпустить, например, в 16 лет, и чтобы он свое образование закончил через лет, ну, например, 5, вернулся, как, например, в вечернюю школу и получил вот этот аттестат. Скажем так, созрел и вернулся. Не обращайтесь, через 5 лет не придет и не будет учиться дальше. Это первое. Второе, ну, есть федеральный закон об образовании, который четко определяет, что мы должны, а что мы должны. А третий момент, что он не хочет учиться. Но это система, цепочка проблем, которая привела к этой проблеме. Он не хочет, не может. Знаете, знаю очень много примеров, когда такого взрослого не хочу убеждали его начать и становился. Понимаете, надо нащупать его интерес. У нас очень много тех, кто стоит на учете позиции. Тех, кто стоит на учете в школе. Это как раз примерно многие из них равно не хотят учиться. Они систематически не ходят в школу. Видите, пример скажу. У нас есть в одной школе, мы рассматривали все эти проблемы, рассматривали индивидуальные собеседования с муниципалитетами. Потому что я понимаю, что что-то происходит. И вот там не хотят, здесь нарушают, рост преступности, кошмар. И я организовала индивидуальное собеседование, потому что мне не забирали. Так вот, одно муниципалитет не будет никакого. Есть ученик 6 класса, которому 19 лет. Вы думаете, к 19 годам захотел учиться? Или? Нет. Нельзя этим наоборот. Но надо нащупать то, что ему поможет. Очень часто спасает спорт. Вы знаете, это особенно, если про мальчишек говорить, если они чем-то занимаются спортом, профессионально уже или просто какой-то тренер может помочь. Всегда найдется тот, кто найдет механизм убеждения. Потом есть хороший инструмент, называется индивидуальный учебный план. Вот я сейчас как министр не должна этого говорить. Ну вот если вы знаете, что даже в первом классе, господи, закройте вы глаза на музыку, там, на физкультуру и все остальное, да простят меня педагоги. Нам надо, чтобы он сдал 4 экзамена, и он получил аттестат. Но и с аттестатом за 9 классов мы не должны от него отстать, мы не должны дать профессию. Дети сейчас, они другие подростки. Я не хочу называть их инфантильными, это не так. Но они не могут осознать последствия своих решений. Семья иногда мама говорит, я не могу, если не справляюсь, дома не живет и так далее. Приведу пример. Я в ноябре уже давно встречалась с командой, стоящей на учете. Мальчишки были от 14 до 17 лет. Вот такие 10 человек,
Вы же все знаете. Все начали разговаривать, они мне провокационные вопросы задавали, пытались где-то хамить. В итоге мы 2 часа с ними проговорили, мы очень расстались с друзьями, делали еще фотографии, потом еще встречались. Я почему? Вот когда ты с ним начинаешь спать, я его спрашиваю, вот ты чего не учишься? Тебе надо экзамен сдавать. Он говорит, я хочу работать. Я работаю, у меня свое дело. Понятно? Не зарегистрированное. Я говорю, ну рассказывай. Там я чиню телефон, у меня много заказов. Вообще я живу давно без родителей. Я говорю, как родители сказали, нормально. И вот мы начали вот эту историю с ним раскручивать, ничего, закончили 3 класса, сдал экзамен. Надо найти то, что будет интересно. На педсовете можно голос ставить. Понимаете? Объясняя, какой он плохой, что делать, и ничего не хочет. Не бывает безвыходной ситуации. Не бывает. Понимаете? Не бывает. Если вы знаете, как к нему подойти, предложите. Или отдельно с ним. Учить будем. Будем дальше. 10-ми обязательно, 9 класс. Надо закончить. Ну, можно дополнить? Вот у нас тоже такой ученик, у моей коллеги, тоже 9 класс, сейчас пытается закончить. Он за весь учебный год был в школе, может быть, там 3 уроков за учебный год. Его ни полиция, ни УПДН, никто не может привести в школу. Он только в 9 классе перестал. Да. Надо разбираться в ситуации. То есть не разбирались, везде были обращения. Нет, не разбирались. Разбирались формально. Знаете как? Берутся субъекты профилактики за круглый стол. И вперед. Нет, не разбирались, он точно разбирается. Ему домой. Ведь почему он в 5, 6, 7 ходил в школу? Ведь ходил. Ходил, потому что был младше, а тут уже, Нет, не поэтому. как вы правильно говорите, стал работать, ушел из дома. Так надо договариваться. Мы же их прессуем. Мы же прессуем детей. Мы их пугаем, в полицию водим, еще куда-то водим. В таких случаях надо договариваться. Это сложно, не всегда получается. Даже с первого раза не получается. Надо. А мы сами встаем в менторскую позицию. Я готова. Ты тоже захочешь. Меня спросят. Никогда не буду этого. Вот, коллеги, понимаете, я группе руководителей, 15 лет работаю уже в министерстве, 25 лет в офисе. Я, по идее, должна вам другое говорить. Я знаю просто, что работает и что нет с учетом своего опыта. Ну, вам надо самим менять позицию. Мне все говорят, раньше дети были другие, да здрасте. Как в 70-х, 90-х не ходили в школу такие же и не сдавали экзамен, так и сейчас. Они не меняются. Точно. Коллеги, ну вот это творчество называется. Надо искать, где, чего, как, нащупать какое-то вот место. Вы не можете повторить, кому кто может. Поговорите сегодня со Станиславом. Станислав уже пришел, Владимирович. Задайте вопрос. Мы на самом деле с ним обсуждаем. Для таких ребят нужен иногда наставник мужчин. Пусть он не спортсмен, работодатель. Можно продумать какой-то интересный... Прокурор. Может быть. Почему нет? Я вам честно говорю, у нас прокуратура стала с такими детьми общаться неформально. Именно с мужчинами. Футбол играют, еще что-то. И мы некоторых таких нам притестены на Поэтому именно наставник мужчин. Подумайте об этом. И можете сегодня поговорить, завтра продолжим обсуждение. Коллеги, еще вам несколько минут, но очень важно. Да. 1 сентября в школах вводится новая должность советник по воспитанию. Вот какова его ключевая роль в школе? Вы же уже пришли оттуда. Ну я-то прошел. Вы скажите нам. Я не проходила. Я коллеги, да, я-то отбор пришел, да. Но какова роль, учитывая, что и зам директора по воспитанию, педагог-организатор, вожатый, и тут появляется 4-я должность. Что я вас сейчас раскрою. Не, я не скажу, что я не знаю, я знаю. Но это мое мнение, потому что мы еще не работали в этой интересной истории. Вот все, что я сейчас вам рассказываю, вот это Спасибо. вот все, что я вам сейчас рассказываю. Сложная роль. Кто еще? Кого еще? Посетила миссия советников. Кто есть еще? Ой, прекрасно. Вы наши друзья. Расскажите потом, что это такое. Кто вопрос? Вот мы выпускаем следующую группу, подготовительную, она не работает с детьми. Только я тяну группу. То есть она не проводит занятия, только гуляет, играет, ну, просто свободно выступить. И что делать? Ничего, когда закрывают. Ну, во-первых, давайте сейчас
берем личностные отношения, мои и ваши, это ваше субъективное мнение или это мнение еще кого-то? Все знают, она сама говорит, что я уже не в том возрасте, мне уже это не надо. Вы что-то предпринимали, какие-то действия? Я вот не знаю, что делать. Ну, здесь решит только внутри коллектива. Коллеги, любая проблема должна пройти свои этапы. Вы можете написать президент Российской Федерации, но он точно не решит. Здесь надо решать. Методички у вас есть? Или там старший воспитатель? С ними надо решать. Либо надо, но это должен заведующий принять решение. Если нет результативности, надо прощаться с этим. Лучше вообще никакого. Это мое мнение. Лучше, простите, вы будете работать вдвоем, но вы заинтересованы в результате здесь. Но здесь вам надо постоянно разговаривать корректно с старшим воспитателем и заведующим. Кроме них никто не живет. Несколько воспитателей у меня работали, вот они год проработали и уходили в другую форму. Ну, тут вопрос к заведующему. Почему устраивали такой педагог? Почему не принимаются решения? Я не смогу ответить. Я, конечно, могу поручить начальному управлению образования проверить, но хотите, я не сделаю. Но мне кажется, любой конфликт надо решать сначала локально. Вот локально. Возьмите к себе кого-то еще, единомышленников, кто наблюдает это. Может быть, аккуратно родители сообщат об этом. А самое главное, старайтесь не доказать, что она плохо работает, а убедить всех, как хорошо работает. Ну, на контрасте, все идет на контрасте. Последний вопрос. Да, последний вопрос. Да, то есть мы, Можно я задам? мы, кстати, сегодня не помните человека, о смене поколений, но всегда уважайте старших. Несмотря на то, что вам кажется, что да, вот они уже что-то там не так делают, но все равно уважение должно быть. Ну а конфликт женщина всегда были и будут, но найти возможности разрешения. Вопрос последний. Да. Последний. Нет, я могу остаться, что можно Даже даже самый должен быть высока. А можно я хочу дополнить свое мнение? Понятно, просто у нас тоже подобная ситуация в школе, да, как у вас произошла. И вот вы сказали, да, что, значит, не было предпринято никаких решений. Почему с родителей снимают всю ответственность за его ребенка? То есть все органы, что-то требуется школы, с директора, зама воспитательной работы, с классным руководителем, а родитель как будто бы ни при чем. То есть он вообще не несет ответственность за своего ребенка. Вот у него не ходит, да, у нас девочка в данном случае в школу. Ну, мама знает об этом, ей все, и никто ничего ей не говорит. Это же категорично. Во-первых, нет такого понятия, не может такого быть, что никто ничего с родителей не спрашивает. Но это не может. Это другое дело, как организованная работа. И, вы очень категорично чувствуете. Вы сейчас апеллировали понятием «все, никогда, никто, ничто». Вот изначально подход неправильно. Просто у нас такое в первый раз. Нет, все очень просто. Вообще инструмент очень простой. Заходите прямым, вот таким, знаете, твердолобым путем. На совет профилактики, на КПД, административный 35, второй раз третий, ограничение родительских прав, лишение родительских прав. Но сейчас уже доходит до ограничения родительских прав. Но тут такое время... Это я к тому, что никто ничего не делает, такого не бывает. Плохо, значит, исполняются и так далее. Я просто не могу уже понимать, просто это Ну, я не знаю ситуации, я не могу дать совет, но надо пытаться. Нельзя пускать, надо пытаться. Мы с вами сейчас должны зайти в окно. Если не получается по-хорошему, убеждением, уговорами, еще чем-то, значит, надо идти по-плохому. Иногда, к сожалению, на людей действует только административный кодекс правонарушений. Иногда. Ну, то есть, если не получается. Мы с вами сейчас не сможем поменять общую тенденцию, как вы говорите. Это сейчас уже штамп, что мы всем все должны, а родители ничего не должны. Вот мы не можем, но мы можем делать так, чтобы в каждом конкретном случае ребенок остался лучше. Ну что, все мы разные, мы учителя разные, мы родители с вами все разные. И относимся ко всему по-разному. И еще, знаете, очень сложно сейчас дам совет. Вот если вы сможете, чтобы вас уважали родители, будут споры, будут прения, но они будут как-то конструктивны. У нас часто мы сами позволяем себе такие вещи, после которых нас не уважают.
я сейчас не покажу, но есть такое. Бывает, что мы ведем себя так, у нас потом очень сложно уважать. Если ты потеряешь уважение, ну, крайне сложно его вернуть. Ну, на самом деле, морально уже все ну, хотите персонально, можно работать и сегодня вы даете тренинг по работе с родителями. А можно не сфотографироваться? Это всегда, у нас не живут фотографии, мне кажется. Ну что, Да, я буду специализировать. как мы это все, да? Я просто очень позитивный вопрос. Давайте поговорим. Хобби? Боже мой. Если я сейчас расскажу, мне не поверите. Вернее, никому не рассказывайте. Я запишу на видео. А вам понравится. На самом деле у меня вообще нет времени. Надо будет, знаете, постоянное хобби. Но тут нет времени. Совсем. Ну, я люблю читать, но это как бы естественный процесс, потому что с некоторых пор у меня появилось хобби, которое мне сопоставилось. Я останавливаюсь благодаря этому и занимаюсь боксом. Именно это меня спасает. Да, я занимаюсь боксом. Это, на самом деле, очень сложный вид спорта, эмоционально затратный, физически затратный. Считается, что голова думает очень хорошо, причем она думает быстрее, чем мои руки. Поэтому я, можно сказать, что А вы еще приобрели боксерскую душу? нет, не видите. Я тут не бываю. У меня есть красные перчатки. Сначала перчатки, это очень важно. Нет, ставить я не буду вставать в силу раны сечи, но у меня профессиональные тренировки, я тренируюсь, занимаюсь, то есть я встаю в спальне как быстрее. Ну, понятно, что как-то надо. У меня это как очень профессиональный спорт, это именно увлечение, это то, что мне помогает Спасибо, Владимир. Поэтому мы понимаем, что хобби и увлечение это важно для всех нас. Потому что жизнь, она удивительная, и это великолепная возможность раскрывать себя, все возможности, и то, что мы там это парк, что сегодня светит солнце, что мы